Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 18 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Отношения, работа. Так, перемешаю. Работа и финансы. Итог дня. Так, подсказывать будем на цыганской колоде. И выпадает нам как карта дня Иерофант. День будет требовать от нас следования каким-то нормам, правилам, традициям, инструкциям. Да, будет нужно обязательно учитывать чье-то мнение, да, вышестоящих, либо мнение близкого окружения. Может быть, нужно будет подчиняться каким-то правилам и так далее, и так далее. То есть, знаете, это день, когда все-таки нужно, чтобы был какой-то рядом человек, на которого мы можем опереться. Может быть, будут какие-то сложности, сомнения, может быть, будут какие-то перемены, да, и вот может быть такое ощущение, что мы не понимаем, как поступить, что сделать, да, правильно, неправильно, чем это закончится в будущем. И вот есть рядом человек, который нам может посоветовать. И либо это просто какие-то традиции, правила, которые уже долгое время действуют в обществе, у людей, да, и мы можем просто сравнить наши какие-то планы, поступки, да, сравнить вот с тем, что, какие традиции есть. Кроме того, по этой карте очень часто происходят какие-то вот официальные мероприятия, связанные там с семьей, с отношениями, да, это там свадьбы, крестины, вот разного рода такие вот ситуации. Кроме того, это может быть вопросы вот по работе, связанные с начальством, да, когда есть какая-то ситуация, которая требует разрешения между работником и руководителем. Может быть, это предложение о повышении в должности, да, причем заслуженное, когда мы уже действительно себя показали, когда мы мастер своего дела, вот может быть такая ситуация. В общем, знаете, такой день, который требует мудрости и обращения к каким-то ценностям. Нельзя здесь решать вопросы просто как взбредет на ум, да, как захочется, потому что день, когда будут очень такие серьезные последствия для нашего будущего. Все, посмотрите, 3 аркана старших выпало, которые действительно очень о серьезности дня говорят. А также вот карта Иерофанта говорит о чем? Здесь могут быть вопросы каких-то денег, может быть, это родительские деньги, да, это может быть деньги, которые идут как помощь нам. Также здесь может быть предложения какие-то на новой работе, это может быть бизнес даже свой по этой карте, но он такой традиционный. Это даже если новые какие-то источники дохода, опять же, это что-то привычное, это что-то традиционное, что мы уже знаем. Может помощь приходить, может быть, будут какие-то люди, знаете, как тренеры, преподаватели, спикеры, к которым нужно прислушаться. Может быть, мы будем какие-то ценные вещи покупать, которые будут служить долго еще и нам самим, и нашим детям, да, может быть, коллекции какие-то кто-то приобретает, либо в коллекцию что-то. Вот есть люди, которые этим увлекаются, да, могут решаться вопросы с питанием, с диетой, но здесь вот именно какое-то традиционное питание, да, то есть если у вас стоит вопрос, какую диету выбрать, то вот сегодня это лучше что-то традиционное. Также могут быть какие-то вопросы, связанные с самооценкой, да, допустим, все вокруг нас осуждают, а мы точно знаем, что правильно поступаем, потому что вот что-то внутри, вот наши внутренние ценности нам говорят, что мы абсолютно правы, да. Дальше адвокаты могут по этой карте идти, то есть наши какие-то защитники, союзники, поддержка. То есть если такие вопросы, да, то вот можно найти хорошего адвоката, либо совет обратиться к адвокату. Знаете, это способность зарабатывать, это какие-то сбережения, которые
может быть, нужно иметь, то есть если, допустим, у вас есть такой вопрос, потратить деньги или оставить какие-то запасы себе денежные, то вот нужно оставить в запасе деньги. Может быть, сегодня вы будете решать вопросы с одеждой, допустим, да, тогда это какая-то традиционная, классическая одежда и так далее. Ну, кстати, про мебель то же самое можно сказать. Это тоже должны быть какие-то основательные вещи, которые могут долгое время послужить и так далее. Что будет помогать? Выпадает колесо фортуны, то есть, знаете, здесь вот такой спонтанный подход к жизни, да. Вот все, что идет в руки, то наше. Все, что радует, все, что, знаете, дает какую-то надежду, помогает как-то к лучшему изменить, вот этому всему нужно говорить «да». Если, допустим, мы чувствуем, что наша душа что-то не принимает, что-то нам дается тяжело, или, может быть, мы цепляемся за что-то старое, отжившее, вот это не нужно. То есть вот по ощущению, если легко и приятно и само идет в руки, это нужно брать. Если что-то сложное, что-то трудное, да, вызывает отрицательные эмоции, от этого лучше отказываться. Так, теперь отношения. Здесь выпадает 7 чаш. Карта говорит о том, что сбываются какие-то наши мечты. То, о чем мы давно мечтали, может приходить в нашу жизнь. Да? Это вот как раз может быть связано и с взаимоотношениями в семье, и с появлением деток, да, или еще какие-то очень важные такие события, которые происходят. По 7 чаш мы очень часто ошибаемся в своих желаниях. Допустим, хотели чего-то очень сильно, оно нам совершенно было не нужно, да, и вот мы это получаем и как-то не очень радуемся тому, что получил, то есть может и с такой стороны ситуация развернуться. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера. Король червовый выпадает. Знаете, вы можете познакомиться с каким-то человеком, да, с партнером будущим, на каком-то семейном торжестве, в общем, с помощью близких людей, может быть, кто-то из семьи, из друзей может познакомить, на каком-то празднике, на каких-то свадьбах, крестинах, на чем-то таком вы можете познакомиться. Для вас это будет прям переломный момент. Для тех, кто в паре, какие-то события сегодня происходят, которые говорят о том, что ваша жизнь меняется, обновляется. Для кого-то это правда ситуация, связанная с детьми, зачатие, рождение, крестины, да, для кого-то это просто праздник, там, именины, день рождения, а для кого-то это еще что-то такое вот легкое, да, может быть, просто приход друзей каких-то, у которых вы давно ждали, может быть, родители приезжают, вы к родителям и так далее. То есть, знаете, какие-то, во-первых, спонтанные ситуации, во-вторых, очень такие радостные и легкие для вас. И еще эта карта как совет, что нужно сегодня в отношениях быть каким-то легким, свободным, не цепляться за партнера, дать ему тоже возможность быть собой. Вот, знаете, такой праздник, который дает ощущение какого-то вот внутреннего счастья, да, свободы какой-то внутренней. То есть вот сегодня лучше отношения таким образом строить. Если вы не предполагали сегодня каких-то праздников, торжеств, то неплохо было бы это организовать. Но прежде нужно спросить у партнера, чего бы он хотел, да, не, как сказать, не делать подарков ненужных, нежданных, да, а нужно спросить, чего хочет партнер, и тогда это действительно будет радость для всех. Даже, может быть, для него это будет неожиданностью. В работе у нас выпадает карта сила, а это значит, нужно будет прикладывать много силы воли, усилий, тратить свою энергию на решение каких-то вопросов. Может быть, много навалилось дел, может быть, сложные отношения там в коллективе, начальник-подчиненный, или еще какие-то ситуации, которые требуют от нас решения, да. Также вот по этой карте очень часто приходят какие-то нужные деньги, решаются какие-то важные вопросы, проекты заканчиваются, осуществляются, мы находим общий язык с теми людьми, которые нам нужны. Так, что еще здесь может быть? Может быть, знаете, вот мы, допустим, чем-то долгое время занимались, и вот сейчас нас заметили, отметили, там похвалили, порадовались, что у нас там получилось и так далее. А также карта инвестиций, да, когда мы как-то очень правильно вкладываем свои знания, способности, там, деньги и так далее.
Карта, когда мы на виду, когда, может быть, кстати, на работе будет какая-то, ну, корпоратив какой-то, допустим, да, тоже может быть такое, как и работа, и отдых. Может быть, у кого-то день рождения, либо для вашего коллектива что-то важное. Для тех, кто в поиске работы, могут помочь в этом люди близкие, друзья. В общем, нужно обращаться. Для тех, кто уже имеет работу, десятка, трефовая карта говорит о том, что либо какие-то ваши чаяния, высокие какие-то цели исполняются, может быть, допустим, предложение о назначении на более высокую должность, да, или, может быть, вы какую-то идею предлагали и вот ее одобрили, или какой-то, в общем, какие-то ваши высокие тут цели, да, связанные с карьерой, связанные с достижениями, вот здесь могут осуществляться. Если же это будет не сегодня, да, допустим, сегодня это невозможно, да, допустим, вам отказали, тогда карта говорит о том, что не нужно забывать о своей цели, просто нужно подождать, либо избрать какие-то новые пути для этого. Для тех, у кого свое дело. Семерка червовая. Карта говорит о том, что нужно закладывать основы какие-то прочные, такой фундамент для своего дела. То есть нельзя решать только вопросы какие-то текущие. Нужно подумать, насколько прочен ваше дело, ваш бизнес, насколько твердо вы стоите как бы на ногах, да, насколько все законно, насколько это возможно, ну, как бы это предприятие способно расти вверх, да, то есть как оно может развиваться. В общем, знаете, такой день, когда, ну, во-первых, это день роста для вашего дела или каких-то новых возможностей для будущего роста. Это может быть и рост денежный тоже, но в то же время вот карта говорит о том, что нужно проверить основы, да, нужно подумать о том, чтобы это дело было не только вот сейчас прибыльным, но чтобы оно было устойчивым и в будущем. Может быть, что-то новое здесь нужно применить. А для финансов выпадает король жезлов. Карта говорит о том, что вполне возможно, что вы деньги заработаете, которые хотели бы, да, но здесь очень важен вопрос коммуникации. То есть вот насколько вы умеете договариваться, насколько у вас много людей, с которыми вы поддерживаете связь, вот столько и будет денежек. То есть здесь все зависит от людей, от общения, от бумаг и от ваших целей. Чем выше цель, тем больше ваш доход. А теперь для тех, кто на зарплате, шестерка червовая. Карта говорит о том, что в будущем у вас может быть какое-то повышение в финансах. То есть, может быть, конечно, и сегодня что-то такое произойдет. Может быть, пообещают, допустим, да, что будет повышение. А может быть, если вам давно его обещали, то и сегодня может быть получение какой-то хорошей суммы денег. Или, может быть, от новой какой-то должности, от новой деятельности приходят деньги. Для тех, кто зарабатывает своим делом, здесь очень удачное время для того, чтобы какие-то финансовые возможности решать. Может быть, у вас были какие-то сложности вот с финансовыми делами. Вот сегодня либо человек появится нужный, либо просто ситуация сложится так, что все счастливо закончится. Какие-то положительные результаты, положительный ответ получите на вот денежные вопросы. Какие-то новые возможности для вас в деньгах открываются сегодня. По окончанию дня выпадает десятка жезлов. Карта говорит о том, что не перетрудитесь, не берите на себя слишком много. Берите ровно столько, чтобы вы к концу дня чувствовали себя живым, да, не человеком, который вот там еле дошел до кровати и больше как бы в жизни ничего ему не надо, да. То есть нужно брать на себя ровно столько, чтобы жить все-таки комфортно. Не нужно слишком загружать себя непосильно, да, или брать на себя чужие обязанности. То есть либо, если это касается работы, то нужно обязательно, чтобы было справедливое разделение обязанностей, да, не брать на себя лишнее. Даже если как бы вас там заставляют, принуждают к этому, да, и в отношениях в семье тоже не нужно брать на себя чужие обязанности. Для того, чтобы вот правильно этот день прошел, для того, чтобы вы чувствовали себя, да, нужно подумать о том, как это вот правильно все распределить. Плюс еще эта карта говорит о том, что вы будете чувствовать, в принципе, удовлетворение, вы сможете оценить как бы то, что
сделали сегодня, да, то есть завершить какое-то, может быть, дело, которое вы, может быть, давно начали. В общем, почувствовать какое-то чувство, почувствовать что-то такое, что дает вам удовлетворение, да, я смог, я сделал, не зря я это начал, не зря я столько сил вложил, да, то есть вот такое вот ощущение может быть в конце дня. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.